Декабрь 1917 года был встречен населением Южного Урала по-разному. Оренбургские и уральские казаки во главе с атаманом Дутовым уже обозначили свою позицию, выбив 15 ноября 1917 года из Оренбурга большевиков. Население горных заводов Белорецка, Баймака, Златоуста и других, как авангард пролетарской революции, однозначно поддержало партию Ленина. Малоземельное крестьянство, соблазненное декретом о земле, также симпатизировало ей. Башкиры старались соблюдать объявленный ими нейтралитет, считая фактически начавшуюся гражданскую войну исключительно русским делом. Однако гражданская война не признает нейтралитетов, ибо ее логика заключена в формуле «кто не с нами, тот против нас». 22 ноября 1917 года газета «Правда» писала: Башкирский областной совет при поддержке Оренбургского мусульманского гарнизона объявил башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Пермской, Самарской губернии автономной частью Российской Республики. Высший печатный орган большевиков ошибался. Мусульманский гарнизон, возглавляемый деятелем мусульманского военного шуро, военного крыла Милли Меджлиса, высшего органа культурно-национальной автономии тюрко-татар, не собирался поддерживать провозглашение автономии Башкортостана. Напротив, в дни заседания учредительного Курултая командование первого мусульманского полка приказало разогнать башкирский съезд. Однако солдаты полка, в основном башкиры, избили своих офицеров и не допустили срыва учредительного Курултая автономного Башкортостана. Реализуя решение учредительного Курултая, башкирские деятели принялись создавать властные структуры на местах. Уже к началу 18 года на территории Оренбургской губернии возникают несколько башкирских кантонов – Тамьян-Катайский, Бурзян-Тангауровский, Усерганский и другие. Этому способствовало то, что Оренбургский край в это время был в руках антибольшевистских сил в лице казаков атамана Дутова, которые благосклонно относились к самоопределению башкир. Соседнюю Уфимскую губернию полностью контролировали большевики, и ни о каком самоопределении там пока не могло быть и речи. Тем временем изгнанные из Оренбурга большевики копили силы для решительного наступления на губернский центр. 18 января нового 1918 года казаки Дутова под напором отрядов Красной гвардии оставили город. Из Екатеринбурга сообщали в центр. Дутов, разбитый под Оренбургом, бежал в Верхнеуральск, где около него собралось 1008 всякого сброда. Башкирская буржуазия в тесном союзе с Дутовым пытается и готовится объявить автономию Башкирии и других местностей Урала. Носит вполне определенный антисоветский характер. В то же время оно является более серьезной угрозой, нежели дутовская авантюра. Последняя, полученная нами телеграмма, сообщает, что Башкирский съезд в Верхнеуральске избрал кантонного начальника, который требует себе полного подчинения, угрожая в противном случае применением вооруженной силы. В освобожденном от Дутова Оренбурге возникает военно-революционный комитет во главе с Самуилом Цвиллингом. Параллельно возникает еще и мусульманский военно-революционный комитет, как орган управления делами многочисленного мусульманского населения края. В комитет вошли известные татарские и башкирские большевики – Гали Шамигулов, Багаутдин Нуриманов, Бахтигарей Шафиев и другие. Мусульманский военно-революционный комитет был создан, как только в Оренбург вошли большевики. Туда входили как раз Гали Шамигулов, наш Багаут Нуриманов, Карим Хакимов, Красный Паша. Они как раз были руководителями мусульманского военно-революционного комитета. По национальному они придерживались как раз этих левацких позиций. Они отрицали и так далее. Право народов на самоопределение, говорили, что якобы это территориальное обособление и так далее ослабляет революцию, речь идет о мировой революции. Занимались сугубо такой левацкую позицию. Таким образом, 17 февраля по предложению Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета башкирское правительство было арестовано по обвинению в контрреволюции. В целях реализации решения учредительного Курултая об организации национального войска и милиции в начале 1918 года в башкирской волости Орского уезда отправилась группа башкирских офицеров во главе с прапорщиком Имраном Магазовым и корнетом Амиром Карамышевым.
Они действительно пытались там организовать башкирский отряд, но не в целях борьбы с советской властью, а для защиты вот своей автономии. Мобилизовать людей казалось делом несложным. Прибывающие с фронта солдаты плюс патриотически настроенная молодежь могли дать сколько угодно число военнослужащих для вновь организуемого башкирского войска. Труднее было снабдить войско оружием и амуницией. Однако помощь пришла с нечаянной стороны. Орский уездный комиссар прапорщик Бриц, поляк по происхождению, предложил башкирским офицерам 300 винтовок и 60 тысяч рублей. Поляки, будучи угнетенной нацией в Российской империи, всегда сочувствовали угнетаемым башкирам. Если обратиться к истории, то мы увидим, что еще во время башкирского восстания 1662-64 годов более 50 сосланных в Сибирь поляков переметнулись в лагерь восставших башкир и служили в их войске артиллеристами. Во время Пугачевщины мы видим ту же картину. Сосланные на Урал польские конфедераты вновь бегут к башкирам. И вот в 1918 году на службу к башкирскому правительству поступают десятки польских офицеров. Образованный еще в ноябре 1917 года Баймакский совдеп был под контролем большевиков из числа местных горнозаводских рабочих. Прибывший в Баймакский завод башкирский отряд численностью в 400 человек был встречен дружелюбно. Местные власти знали о нейтралитете башкирского правительства и не желали ссориться с набиравшим мощь башкирским движением. Но вот в Оренбурге подвергается аресту башкирское правительство. Узнав об аресте своих национальных лидеров, они в ультимативной форме потребовали их немедленного освобождения. Естественно, подобная реакция не могла не вызвать раздражения стороны местной власти большевиков. И, естественно, они, скажем так, восприняли эту группу, которая изначально была нейтрально настроена к ним, как враждебную. Вопрос о том, что раньше, собственно говоря, баймакская группа не вызывала вопросов у большевиков, в общем-то, он, наверное, прослеживается на том примере, что башкирская группа в Баймаке была, вернее, планировалось ее вооружение руками самих большевиков. Баймакский совдеп тайно звонит в Оренбург и спрашивает совета, как поступать в сложившейся ситуации. Баймакский совдеп. К нам на Баймакский завод приехал башкирский вооруженный отряд в количестве 400 человек. Во главе отряда офицеры и буржуазные башкирские националисты – Магазов, Идельбаев и другие. Они именуют себя властью автономного Башкортостана. Как с ними поступить? Цвилинг. Всякий отряд, бежавший из Оренбурга, является контрреволюционным, и с ними ведем беспощадную борьбу. Предлагаю отряд разоружить, а руководителей арестовать. Обстановка для решительных действий была как нельзя благоприятной. Корнет Амир Карамышев со своей кавалерией уехал вызволять задержанный сочувствующими большевикам хуторянами обоз с 300 винтовками, который отправил вышеупомянутый прапорщик Бриц, а сами рабочие сумели вооружиться, причем за счет своих противников. Башкиры выплатили Баймакскому совету достаточно крупную сумму за вооружение винтовками целого башкирского полка. То есть сделка была фактически уже сделана, деньги были уже переданы. Однако по поступлению из Оренбурга приказа о немедленном разоружении и аресте башкирских лидеров в Баймаке, эта сделка, естественно, была сорвана. То есть деньги были получены, винтовки не были розданы. Местные большевики раздали винтовки рабочим Самарскинского завода, который находился недалеко от села Баймак. И вот ночью 17 февраля отряд рабочей гвардии арестовал ничего не подозревающих руководителей башкирского отряда, 5 башкир и 7 поляков. В разгар событий из Оренбурга подоспел отряд Красной гвардии. В результате баймакской трагедии погибло 17 человек, 5 польских и 2 башкирских офицера, а также 10 солдат. Ареста избежали 2 человека, это Амир Карамышев, военный руководитель, и его ближайший помощник, прапорщик Бриц, польский офицер. Дело в том, что в это время они находились вне территории Баймака и занимались организационными вопросами. Узнав о том, что их товарищи арестованы, они немедленно вернулись в Баймак и, используя силы местных башкир, сумели обрубить телефонную связь вокруг этого поселка и осадить данный населенный пункт. Однако, не имея на руках вооружения, за исключением охотничьих ружей, естественно, взять этот поселок они не могли. Соответственно, большевики не решались
прорвать кольцо, потому что не были уверены в своих силах. Осада Баймака отрядом корнета Амира Карамышева взволновал Оренбургский ревком. Сам Цвилинг явился в камеру к арестованному Ахмед Заки Валидову с предложением заключить сделку. Вот как описывает эту встречу сам Ахмед Заки Валиди в своих воспоминаниях. Цвилинг предложил мне дать приказ распустить формирующиеся в горах Башкортостана отряды добровольцев, в недельный срок сдать оружие советским властям и пригрозил, что если эти условия не будут выполнены, мы будем расстреляны. Я ему ответил, какое значение может иметь приказ, отправленный из тюрьмы. Он сказал, как знаете, и удалился. Нервозность большевиков объяснялась тем обстоятельством, что как раз в это время из действующего фронта возвращались казачьи части. Естественно, говорить о том, что казачьи полки лояльно относились к большевикам, не приходится. Поэтому, опасаясь того, что Дутов сумеет использовать эти силы в своих интересах, большевики совершенно опрометчиво пытались их разоружить. Естественно, вооруженные уральские и оренбургские полки ни в коем случае не собирались сдаваться на милость новой власти, и это привело к ряду столкновений. Как правило, победителем из этих столкновений выходили казаки. Это еще более вселяло неуверенность в сознании местных большевистских властей в Оренбурге и, скажем, повышала нервозность их и чувствительность к всевозможным проявлениям нелояльности по отношению к своей власти. И вот, скажем, одним из проявлений этой нервозности стала вот такая вот достаточно грубая операция по уничтожению башкирской группы в Баймаке, их разоружению и, как результат, к расстрелу целого ряда башкирских деятелей, среди которых следует выделить Идельбаева, Магазова. Это члены башкирского правительства, избранные башкирским народом. Естественно, эта акция, скажем так, вызвала целый взрыв возмущения не только их соратников, но и большинства башкирского населения. Арест башкирского правительства и баймакский расстрел окончательно оттолкнули башкир от советской власти. 5 марта 1918 года большевики выпустили ультимативное заявление к башкирскому населению. В нем говорилось: башкиры Орского и Оренбургского уездов формируют отряды вместе с офицерами, юнкерами и всякой сволочью против советской народной власти. Ревком приказывает башкирам и их организациям немедленно разоружиться, сдавать все оружие местным советам и красногвардейцам, выдавать всех скрывающихся офицеров и юнкеров, прекратить разбойничьи набеги. Все башкирские селения, заподозренные в противодействии советской власти, будут сметены с лица земли артиллерией и пулеметами. Сроком исполнения условий ультиматума были определены 3 дня. В противном случае Цвилинг грозил расстрелять башкирское правительство. Наступил день расстрела. Ахмед Заки Валиди рассказывает: в ночь с 3 на 4 апреля поднялся какой-то шум. Оказалось, на Оренбург казаки совершили налет, в котором принял участие и отряд Амира Карамышева. Нападение на Оренбург состоялось 3 апреля 1918 года. Совместный казачьо-башкирский отряд состоял из 700 всадников, то есть достаточно мобильная группа, которая позволяла, скажем так, нанести очень быстрый и чувствительный удар и позволяла не растягивать свои какие-то авангардные подразделения для того, чтобы не увязнуть в городе. Потому что я уже сказал, 6 тысяч человек – это достаточно большая военная сила, которая могла достаточно быстро отреагировать и уничтожить любые вошедшие войска в город. Тем не менее, вот силами 700 человек, так сказать, удалось уничтожить достаточно большое количество красноармейцев. Дело в том, что они были не готовы к этому нападению. Действительно, нападение было организовано очень четко, очень организованно и, самое главное, неожиданно. Было уничтожено несколько сотен красноармейцев, которые, по сути дела, даже не успели оказать какое-либо серьезное сопротивление. Самуил Цвилинг бежал из Оренбурга, но в тот же день был настигнут казаками в станице Изобильной и убит. После рождения из тюрьмы Ахмед Заки Валиди и его сподвижники тайно пробрались в Уфу, находившуюся под властью местных большевиков под руководством Бориса Ельцина. Именно в Уфе состоялось так называемое Уфимское собрание, на котором было принято решение начать борьбу с большевиками. Ахмед Заки Валиди вспоминает: в Уфе мы случайно узнали,
что здесь находится интеллигент из Башкир Салих Азнагулов, посланный Сталину в Оренбург для вызова меня в Москву. Коммунистическая партия будто бы начала притворять в жизнь идею образования самостоятельных мусульманских государств, и Сталин распорядился освободить меня из Оренбургской тюрьмы и привезти в Москву. Предложения Сталина были проигнорированы, так как мы уяснили себе, продолжает Валидов, что политика Советов лжива и коварна. Сразу после ареста башкирского правительства 17 февраля 1918 года группа революционно настроенной башкирской молодежи образовала Временный революционный совет Башкортостана, во главе которого стояли Абдулла Давлетшин, Бахтигарей Шафиев, Газиз Аль-Мухаметов, Муса Муртазин и другие. И притом они осуждали деятельность прежнего башкирского правительства. И оправдывали вот этот арест, даже говорили, что они действительно сотрудничали с атаманом Дутовым, что они пойдут другим путем, революционным путем, на сближение с советской властью. И они видят будущую автономию только советской, в составе Российской Федерации. Притом ведь они тоже разработали проект положения о советской автономии Башкирии. Это имеется. И самое интересное, при этом они использовали вот решение башкирских съездов. То есть они опирались на решение башкирских съездов. И даже говорили о своей преемственной связи вот с этим башкирским движением, что они считаются резолюциями башкирских курултаев. То есть очень вот позиция у них была интересная. С одной стороны, они осуждали башкирское правительство, обвиняли там черт не знает в каких грехах. Но с другой стороны, они говорили, мы преемники, правопреемники, понимаете, вот это башкирского движения. К народу автономного Башкортостана. Члены бывшего башкирского ШУРО, обвиняемые в союзе с Дутовым и организации действий против советского правительства, арестованы. Сообразно с этими обстоятельствами образовался Временный революционный совет Башкортостана, который приступил к работе, чтобы одновременно с башкирской автономией установить в ней демократическое правление. Временный революционный совет Башкортостана. В Москву был командирован Бахтигарей Шафиев для предоставления в Совете народных комиссаров РСФСР проекта положения о советской автономии Башкортостана. Однако Оренбургский ревком и Оренбургский же мусульманский военно-революционный комитет, возглавляемые нигилистами по отношению к самоопределению народов Гали Шамигуловым и Багауддином Нуримановым, решили не допустить даже советской автономии Башкирии. Если Шамигулов обвинял прежнее башкирское правительство в союзе с контрреволюционером и монархистом атаманом Дутовым, то Временный революционный совет Башкортостана обвинялся им в нежелании отказаться от автономии, в которой левые радикалы видели препятствия на пути мировой революции. Шамигулов писал в газетах тех дней: «Революционный совет Башкортостана своими действиями не отличался от прежнего ШУРО и башкирского правительства». Наконец, 30 марта 1918 года оренбургские власти объявили о распуске Временного революционного совета Башкортостана. Даже большевистская платформа их не спасла, поскольку они выступали за автономию, хотя советскую, но тем не менее, вот эти оренбургские коммунисты, которые занимали левацкую позицию по национальному вопросу, эту бухаринскую мы обычно говорим, вот решили распустить, вот даже ВРСБ. Бахтигарей Шафиев, делегированный в Москву в Наркомат по делам национальностей, также не достиг успеха. Проект советской автономии Башкортостана потерпел поражение, разбившись о рифы нового детища национал-коммунистов под названием Татаро-Башкирская республика. Милли Меджлис, то есть Национальное собрание, высший орган культурно-национальной автономии тюрко-татар, принял решение о провозглашении двуединого штата Идель-Урал как татаро-башкирской автономии. Была организована коллегия по осуществлению Урало-Волжского штата. По существу, потом коллеги стали там, верховодить именно просоветски настроенные татарские деятели. Султангалиев, потом это известный татарский революционер Мулла Нурвахитов, Галимжан Ибрагимов и другие. И они выдвинули противовес проекту Идель-Уральского штата
положение о создании совместно Татаро-Башкирской Советской Республики. По совету Ленина татарский большевик Мулланур Вахитов, председатель Башкирского областного совета Шариф Манатов, а также писатель и активист движения тюрко-татар Галимджан Ибрагимов создали мусульманский комиссариат при Сталине, то есть при Наркомнадзе. Они-то и выработали проект о татаро-башкирской автономии на советской платформе. Декрет о Татаро-Башкирской Советской Республике, 22 марта 1918 года. Территория Южного Урала и Среднего Поволжья объявляется Татаро-Башкирской Советской Республикой Российской Советской Федерации. При определении границ в основу кладется проект, разработанный башкирскими и татарскими революционными организациями, вся Уфимская губерния, башкирская часть Оренбургской губернии, Казанская губерния за исключением Чувашско-Черемисской части, а также прилегающие части Пермской, Вятской, Симбирской и Самарской губернии. Нарком по делам национальностей Иосиф Джугашвили Сталин, комиссар по делам мусульман Средней России Мулланур Вахитов, члены комиссариата Шариф Манатов, Галимджан Ибрагимов. Не все, однако, согласились с проектом Татаро-Башкирской Советской Республики, ведь первоначальный проект предусматривал татаро-башкирскую автономию на буржуазно-демократических началах, так называемый штат Идель-Урал. Собственно, проект Татаро-Башкирской Советской Республики и был контрмерой против детища казанских националистов. Таким образом, тюрко-татарские национал-коммунисты пытались выбить почву из-под ног тюрко-татарских же национал-демократов, которые вовсе не собирались присоединять свой штат Идель-Урал к Советской Республике. Национал-демократы во главе с Ильясом Алкиным окопались в пригороде Казани, районе Булак. Там они 1 марта 1918 года провозгласили штат Идель-Урал. Территория штата охватывала лишь предместье Казани, поэтому он вошел в историю под названием «Забулачные республики». Руководители республики смело заявляли большевикам: «Если вы имеете намерение вмешиваться в наши внутренние дела, то знайте, что за нами миллион штыков». Алкин был одновременно и руководителем военного мусульманского шуро, мощной военной организации тюрко-татар. Харби-шуро было организовано в апреле 1918 года. Окончательно состав Харби-шуро сформировался уже летом того же года. Значит, Харби-шуро — это военный совет, да, если перевести на русский язык. Главная его цель состояла в том, чтобы организовать из солдат-мусульман отдельные части, как внутри России, так и на действующем фронте. Фактически Харби-шуро — это было военное подразделение Мили-Идара, это национальное собрание, которое, в общем-то, главной целью перед собой ставила организация всеобщего мусульманского движения для решения целого ряда вопросов. И среди ключевых, скажем, проблем была организация национально-культурной автономии мусульман внутренней России. В общей сложности Харби-шуро удалось поставить под свой контроль порядка 120 тысяч штыков. Это огромная, на самом деле, военная сила, которая могла диктовать условия любой власти, неважно, кто стоял перед временем у руля. Однако угрозы руководителей Забулачной республики оказались пустым звуком. При первом же серьезном наступлении Красной гвардии в конце марта войска военного шуро сдались без боя. Штат Идель-Урал был ликвидирован без малейшего кровопролития. Гарнизонные части в Казани, в Оренбурге, в Уфе, они были постепенно распущены теми же большевиками, и в этой ситуации Харби-шуро ничего не сумела сделать. Удивительно, что Харби-шуро фактически в начале 1918 года оказалось в совершенно отчаянном положении. Уже являясь фактически политическим противником большевиков, Харби-шуро, тем не менее, пыталась раздавить своих оппонентов по своему же лагерю, например, Башкир, да, чтобы каким-то образом помешать разделению мусульман на какие-то этнические направления. Являясь противником большевиков, они сыграли в роли их союзников, чтобы решить какую-то свою узколокальную задачу. Ильяс Алкин, руководитель Забулачной республики, и целый ряд татарских офицеров позднее поступили на службу в башкирское войско. Так как именно в Башкирии делалась история, выковывалось будущее Российской Федерации.
Однако проект Татаро-Башкирской Советской Республики подвергся яростной атаке со стороны местных большевиков, которые, игнорируя решение Центрального комитета и конкретно Сталина, выступали против идеи национальной автономии вообще и татаро-башкирской в особенности. Председатель Казанского губисполкома Грасис и все тот же Галиш Мигулов заявили, что автономия является попустительством национальной буржуазии. Башкирские деятели по вопросу Татаро-Башкирской Советской Республики разделились. Часть из них во главе с Шарифом Манатовым поддержала эту идею, зато другое крыло башкирского движения во главе с Ахмедзаки Валидовым решительно отвергло проект совместной Татаро-Башкирской Республики. Вот это положение, оно фактически не было претворено в жизнь по многим причинам. Во-первых, я уже говорил, лидеры башкирского движения выступили против этого положения. Потом это положение не было воспринято левацки настроенными, коммунистическими руководителями губернии. Вот Оренбургской губернии там Свильник это посольство не поддержал, Уфимской губернии там Эльцин был, Казанский, Грасис и другие. Они тоже резко выступили против создания Татаро-Башкирской вот этой совместной Советской Республики. Вот это следующая причина. Ну и, наконец, там предполагалось созыв учредительного собрания Татаро-Башкирской Республики. Вот как раз началась гражданская война, и вот вся территория предполагаемой Татаро-Башкирской республики была захвачена белогвардейцами. Таким образом, все три проекта политического устройства Башкирии, я имею в виду, во-первых, проект «Советская автономия Башкортостана», во-вторых, буржуазно-демократическая автономия в составе двуединого штата Идель-Урал, и, в-третьих, проект Татаро-Башкирской Советской Республики потерпели сокрушительный крах. Почему? Авторы проектов советских автономий слишком полагались на мудрость своих старших товарищей по партии и верили в возможность одним указом сверху решить проблему национально-государственного строительства. Авторы проекта «Идель-Урал», напротив, не верили большевикам и полагались лишь на свою военную силу, войска мусульманского военного шуро, то есть Совета. Но когда дело дошло до реальных военных действий, лидеры штата Идель-Урал проявили малодушие. Из всех политических течений Урала и Поволжья лишь валидовское крыло башкирского национального движения бросило открытый вызов большевикам, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. Резонанс, вызванный решениями башкирского учредительного Курултая, был настолько сильным, что, несмотря на последующий арест башкирского правительства, на местах начался стихийный и почти никем не управляемый процесс структуризации органов власти башкирской автономии, даже на территориях, не входивших в состав предполагаемой автономии в пределах Малой Башкирии, в том числе и на территории Уфимской губернии. 18 апреля 1918 года, то есть через день после ареста в Оренбурге башкирского правительства, в селе Бураево движение присоединения к Башкирской республике вылилось в конкретные политические формы. Бураевский Башкирский национальный совет Шура провозгласил территорию своей и 7 соседних властей Бураевским башкирским автономным районом, входившим в состав Башкирской республики на правах Бураевского кантона. В стране фактически шла гражданская война. Диктатуре пролетариата был необходим хлеб. Поэтому большевики ввели продовольственную разверстку, то есть изъятие у крестьян продукта их труда. Им оставлялся необходимый для полуголодного существования минимум, а излишки реквизировались. Тем самым дезавуировался побудительный мотив крестьянского труда. Понятно, что смекалистые крестьяне в условиях экономической политики военного коммунизма бросились продавать свои излишки или обменивать их на промышленные товары. Тогда большевики запретили свободную торговлю. В условиях нарастающего хаоса Бураевский Башкирский национальный совет принимает постановление: хлеб, заготовленный для армии в количестве 500 тысяч пудов и кассу наличности 300 тысяч рублей, признать принадлежащим автономному району. Большевистская газета «Вперед» возмущенно писала:
Это бесцеремонное покушение автономных бураевских башкир на государственный хлеб и деньги грозит неисполнением со стороны губернии общегосударственного февральского наряда, так как именно Бураевская волость должна была дать наибольшее количество хлеба, и на нее в этом отношении возлагались наибольшие надежды. Губернский исполком Совдепа постановил послать в автономный район усиленный вооруженный наряд. Вот что писал в своих мемуарах непосредственный участник событий в Бирском уезде весной 1918 года некто Григорий Акимов. Кулаки, бывшие на фронте их сыновья, по приказу штаба организовали отряды, вооружили их чем попало. Каждая деревня должна была выставить отряд и послать его в распоряжение штаба в Бураево. В течение недели после начала восстания в Бураево прибыло 10 отрядов. Численность войска восставших доходила до 1000-1200 человек. Командование осуществлял штаб, в котором ходили бывшие фронтовики, имеющие офицерское и унтер-офицерское звание. Отряды восставших должны были двигаться на город Бирск, но осложнения, вызванные недостатком вооружения, особенно боеприпасов, задержали срок выступления. Идейными руководителями Бураевского восстания были башкир-вотчинник Шарафи Хамидов из Бураева и бывший депутат Первой Государственной Думы Сахибзада Максюдов из Дюртюлей. Эти враги народа подстрекали к мятежу коренные башкирские деревни, такие как Манчарово в Бирском уезде, тем, что будто большевики придут громить мечети и уничтожать религию. В результате подстрекательства в деревне Бураево возникла вооруженная группа, которая решила сражаться против большевиков. Газета «Кюраж», 4 апреля 1918 года. В Москве были обеспокоены событиями в Бураево. Комиссар по продовольствию РСФСР Цурюпа отбивал в Уфу телеграммы. «Прошу вас употребить все меры для локализации выступлений бураевцев и мысово-челнинцев, не останавливаясь ни перед чем. Никаких соглашений с дезорганизаторами-предателями. Посылайте отряды. Арестуйте руководителей. Предавайте их строжайшему суду». В начале марта в Бураево прибыл отряд Красной гвардии. Однако ввиду недостатка сил вернулся обратно в Бирск. Тогда было вызвано подкрепление из Уфы. И вот 27 марта Бураево было окружено советскими войсками, и мятеж после недолгого сопротивления был подавлен. Бураевское движение было знаковым явлением по ряду причин. Во-первых, это было первым восстанием крестьян в Уфимской губернии. Во-вторых, оно стало прецедентом самоопределения башкир Уфимской губернии, то есть территории, не входившей в состав Малой Башкирии, наглядно продемонстрировав желание башкир названной губернии присоединиться к Башкирской республике. В-третьих, Бураевское восстание обнаружило мощный потенциал, заключенный в идее самоопределения башкирского народа. Всем этим не могли похвастать ни движение за советскую татаро-башкирскую республику, ни движение за штат Идель-Урал. Таким образом, к весне 1918 года из национальных движений Урала по Волжье реальной силой обладали только казаки и башкиры.